Судебное заседание по делу об убийстве Анзора Тарба в здании МВД в 2019 году началось с допроса свидетеля обвинения, который ходатайствовал о зачтении его показаний из материалов дела. Уже ночью, то есть 11 июля 2019 года, примерно в 0 часов 00 минут, точно время я не помню, я вместе с Чуларией вернулись в МВД Республики Абхазия. К моменту нашего прибытия мы заметили во дворе автомашину скорой помощи и большое количество сотрудников из разных подразделений. Но кто именно по именам, уже не помню. Наших сотрудников УКОН там не было. Поинтересовавшись у кого-то из сотрудников милиции, нам сообщили, что в здании МВД Республики Абхазия скончался какой-то задержанный гражданин по фамилии Тарба, который мне неизвестен. Как я понял, врачи скорой помощи уже находились в здании МВД Республики Абхазия. Из показаний свидетеля, данных ранее, следует, что ему не было известно достоверно о происходящем в здании МВД. Однако из материалов дела известно, что с телефона свидетеля совершался звонок на стационарный номер Бюро судебно-медицинской экспертизы, а также в дежурную часть УВД и МВД. Сторона обвинения задала свидетелю уточняющие вопросы об упомянутых материалах. Когда вы приехали в здание Министерства внутренних дел, непосредственно руководство министра и замминистра, они были во дворе здания? Во дворе я их не видел. Скажите, пожалуйста, а вот в тот день, когда вы стояли во дворе, кто-либо вас просил о какой-либо помощи, например, поехать за судмедэкспертом, или позвонить, вызвать скорую помощь, позвонить в дежурную часть? Не помню, честно говоря. Вот согласно той же распечатке, которая приобщена к материалам уголовного дела, в указанный период времени с вашего телефона был произведен звонок в дежурную часть. Вы помните, вы звонили в дежурную часть? Ну, я руководитель, я в дежурную часть могу звонить по тем или иным вопросам, за что угодно. Также из материалов дела следует, что свидетель приезжал в район местоположения здания судмедэкспертизы. Свидетель заявил, что конкретно в морге в ту ночь не был. Скажите, пожалуйста, вот в этот вечер вы выезжали в район Универсама, непосредственно в тот район, где находится морг, здание Бюро судмедэкспертизы? Не, в морге точно не был. Вы не были, да? Но опять-таки, согласно распечатке ваших телефонных звонков, вы позиционировали в 4 часа утра примерно в этом районе, где расположены. Не, ну сейчас базировались, а там же вам базовая станция морг же не показывает. Я могу там рядом находиться. Полгорода может охватывать это. Сторона защиты также акцентировала внимание на упомянутых ранее материалах дела. Однако свидетель, ссылаясь на забывчивость, не ответил на ряд вопросов. Второй допрошенный свидетель – один из сотрудников, этапировавших Анзора Тарба из Глурыбского ОВД в здании МВД. Из его ранних показаний следует, что свидетель получил приказ об этапировании Тарба, и на момент перевозки состояние Анзора Тарба было стабильным. В пути следования арестованный Тарба вел себя спокойно, ни с кем из присутствующих в машине не разговаривал. Примерно в 20:30 мы доставили Анзора Тарба в МВД Республики Абхазия, поднявшись с последним на 3-й этаж. Через центральный вход завели его в служебный кабинет Чейдиамоки. Последний, увидев арестованного Анзора Тарба, сказал нам, что мы можем его оставить в его кабинете и идти. Стороны также задали свидетелю ряд уточняющих вопросов. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.